Ну, формальная тема нашей встречи такая. 425 лет назад, именно в феврале, Борис Годунов зашел на престол. Правда, в феврале он согласился занять русский престол, а венчание на царство прошло только в сентябре. Были там какие-то такие ритуальные вещи, но тем не менее, формально его царство начинается 425 лет назад. Это что касается формальной стороны вопроса. Что касается содержательной стороны вопроса, то Борис Годунов оказался, по существу, первым русским государем, к которому начала присматриваться русская литература, размышляя вообще о том, что такое самодержец в России, каков его статус, какова его роль, каково его значение, каково вообще, как себя чувствует человек в этой роли, на этом месте, в этом кресле царском и так далее. И в этом смысле Годунов фигура примечательная, потому что те размышления русской литературы применительно к Годунову, они потом так или иначе проецировались и до сих пор проецируются на всех последующих вождей нашей страны, и проекции эти выявляют смыслы, часто довольно неожиданные, часто неприятные для тех, кто сидит у нас на самом верху, реже также в той же степени неприятные для тех, кто оценивает этих людей, кто считает себя принадлежащим, если не к антиправительственной партии, то, по крайней мере, принадлежащий к такому замечательному образованию, которое, как кажется, все может объяснить и все может спасти, как народ. Вот я из народа, и я смотрю, мерзавцы там сидят, надо их всех переизбрать. Переизбрали. А в октябре его немножечко того. И вот всю правду мы узнали про него. И эти октябри идут по нашей истории, не останавливаясь. А начинается все с Годунова. Вот удивительное дело. Поэтому я решил сегодня поговорить об этой пушкинской трагедии, имея в виду, конечно, где-то там вторым планом и тот сегодняшний день, который мы переживаем, поскольку, как мы уже с вами говорили, русская история движется по кругу, и в какую точку этого круга не ткни, каждый раз ты слышишь отзыв, который очень, очень знаком тебе, и очень близок, и очень болен для тебя. Начинаем. Среди многочисленных Пушкин очень много высказывался по поводу Бориса Годунова, я имею в виду по поводу трагедии Бориса Годунова. И самым известным из этих высказываний является то, которое мы все помним со школьной скамьи. Это он пишет в ноябре 25 года, полностью уже закончив работу над Годуновым, пишет Вяземскому: «Трагедия моя кончена, я перечел ее вслух один и бил в ладоши и кричал: ай да Пушкин, ай да сукин сын». Всю эту цитату хорошо помню. Чтобы еще полнее почувствовать вот это праздничное настроение, которое сопровождало Пушкина в этот момент, надо прочитать этот фрагмент полностью. Мы же любим цитатки выдергивать. А вот фрагмент полностью звучит, мне кажется, еще ярче и еще играет таким дополнительным светом. «Поздравляю тебя, моя радость», это он к Вяземскому обращается, «с романтическую трагедию, поздравляю тебя, моя радость, с романтической трагедией. В ней же первая персона Борис Годунов. Трагедия моя кончена, я перечел ее вслух один и бил в ладоши и кричал: ай да Пушкин, ай да сукин сын, юродивый мой малый призабавный. На Марину у тебя встанет, ибо она полька, и собою преизрядно, вроде Катерины Орловой, сказывал это я тебе. Прочие также очень милы, кроме капитана Маржарета, который все по-матерну бранится. Цензура его не пропустит». Вот полностью
этот фрагмент. Действительно, вы чувствуете, насколько счастлив человек, насколько удовлетворен он своей работой, и как он играет с Вяземским этими формулировками, и хулиганскими, и не хулиганскими, и так далее. Вот этот фрагмент живо напоминает мне более позднюю сцену, которую я, по-моему, уже вам рассказывал. Уже где-то незадолго сравнительно перед смертью Пушкина. К Пушкину пришел по каким-то делам Брюллов, и пришел поздно вечером. И совершенно неожиданно для Брюллова Пушкин вместо того, чтобы пригласить его там, давай за стол, там, чаю выпьем, поговорим и все. Пушкин совершенно неожиданно для Брюллова стал выносить из спальни по очереди своих детей и показывать их. Вот посмотри, какой у меня вот сын, а посмотри, какая у меня дочь, вот здесь то же самое. Посмотри, какая Марина, посмотри, какой Годунов, посмотри, какой Маржарет там, и так далее. Вот степень радости, степень удовлетворенности. То есть итог оказался для Пушкина, видимо, превышающим его собственные ожидания и вызвал вот такой вот восторг. Но вот для, так скажем, вот для меня внутренне где-то ценнее другое высказывание Пушкина по поводу Бориса Годунова. Оно сделано раньше, оно сделано где-то летом 25-го года, когда еще Годунов не закончен, работа в разгаре. Он пишет Раевскому сыну: «Чувствую, что духовные силы мои достигли полного развития, и я могу творить». Вот еще раз подчеркиваю, ни разу, ни до этого, ни после этого признания Пушкин таких признаний не делал. Видимо, действительно он ощущал, что работа над Борисом Годуновым открыла перед ним какие-то совершенно новые, совершенно небывалые возможности, открыла для него какой-то такой творческий простор, а самое главное, он почувствовал себя в этом просторе совершенно свободно. И это очень, очень показательный знак, особенно на фоне того, что 25-й год, лето 25-го, вернее, весна 25-го года, это ведь еще время окончания первой главы Онегина. И в этом смысле получается, что не Онегин открывает Пушкину вот такие вот возможности, от которых он сам в изумлении, а именно Борис Годунов дает ему вот это ощущение полноты силы, полноты творческого вдохновения и так далее. То есть Годунов в этом смысле оказывается выше, неизмеримо выше пока первой главы Евгения Онегина. Как оно там пойдет дальше, уже другой разговор. Но на данный момент надо зафиксировать эту позицию пушкинскую. Это несмотря на то, что Борис Годунов потребовал от Пушкина, работа над Борисом Годуновым потребовала от Пушкина такого объема работы подготовительной, которую он никогда раньше и никогда позже не проделывал. Что-то близкое к этому, к такому объему работы он проделал, когда работал над вот этой дилогией о Пугачеве, я имею в виду и «Капитанскую дочку», и историю Пугачева. Что-то подобное происходило в этой дилогии «Араб Петра Великого» и его историческое исследование о Петре. Но даже на этом фоне работа над Борисом Годуновым изумляет. Во-первых, он переработал и пересмотрел практически все доступные ему на тот момент исторические хроники, летописи, исторические исследования и на русском, и на иностранных языках, которыми он владел. Он переработал всю историю государства российского Карамзина, особенно 10-11 тома, которые были посвящены царствованию Федора Иоанновича, предшественника Бориса, и самого Бориса Годунова. Одновременно он пересматривает, анализирует и делает очень тонкие выводы по поводу состояния современной драмы.
Он изучает теорию драмы, той, какая она вот зафиксирована в Европе и в России на данный момент, и приходит к выводам о том, что все это надо, в общем, выбрасывать на свалку истории. И результаты тоже в этом смысле получаются вот совершенно ошеломительные. При этом ему удается сформулировать и воплотить новые принципы построения характеров в художественном произведении. И, наконец, совершенно по-новому поставить вопрос о закономерностях истории. Он не историк, ставит вопрос о закономерностях истории, ставит вопрос о личности истории, о личности в историческом процессе, вместе в ней такой категории, как народ и так далее. То есть он поднимается на уровень современного историка. Современного ему историка, и по каким-то вещам он оказывается значительно сильнее и дальновиднее даже Карамзина, который своей истории государства российского посвятил огромный кусок своей жизни. А здесь с осени, с начала зимы 24-го по начало зимы 25-го года, год работы, и вот такой объем работы и такой результат. В общем, в ноябре 25 года ему было чему радоваться. Огромный труд завершен. И причем завершен так, что вот дал ощущение вот этого полета, свободы творческой полной. Вот, поэтому пока вот для нашего разговора мы зафиксируем вот эти важные моменты. 25-й год стал переломным в самосознании Пушкина. Он резко отказался от тех принципов письма, которые разрабатывал до сих пор, и создал совершенно новый тип художественного письма. И, подчеркиваю, отказался от того, что было, когда на пике своей славы. Пушкин, первый поэт России, отказывается от этого статуса. Он говорит: нет, это все вот то, что было сделано, это не так, надо по-другому. И, наконец, он окончательно пересмотрел свои взгляды и окончательно убедился в том, что самодержавие есть единственная возможная форма правления в России. Все, с хулиганством тем 19, 18, 20 года закончено. И что самодержавие тем прочнее, вернее, прочность самодержавия обеспечивает спокойствие в стране. Никаких колебаний здесь быть нельзя. Как только мы начинаем колебать трон, так начинают разворачиваться какие-то очень нехорошие последствия. Вот, зафиксируем это и поедем дальше. Значит, еще раз, только по-другому. Все, что пишет Пушкин до Бориса Годунова, посвящено современности. Или условной, где не сказано, трудно обозначить время, в котором разворачиваются события, либо зафиксированные как недавнее прошлое, как в первой главе Евгения Онегина. Понятно, что речь идет вот об очень близком прошлом, отстоящем от момента написания, буквально на несколько лет. И здесь полное погружение в историю, полное погружение в прошлое. Что так? Как говорила одна героиня одного еврейского анекдота. Самый простой ответ, мы его, в принципе, уже так на первых порах дали: Карамзин и его история государства российского. Карамзин вообще своей историей потряс Россию. Реакция на выходящие с определенной периодичностью тома истории государства российского была общей и была абсолютно восторженной. Общее ощущение, которое вызывал этот карамзинский труд, он открыл нам глаза на нашу историю. Оказывается, у нас есть история. Я цитирую современников, я не придумываю. Оказывается, у нас есть история. И Пушкин говорит о том, что Карамзин открыл историю России. И, кстати, очень точно обозначил место Карамзина в этом смысле в исторической науке. Последний летописец и первый историк. Вот на нем кончается летописный принцип изложения русской истории, начинается научно-исторический.
Причем, подчеркиваю, Карамзин открыл историю для массового читателя. Карамзин не был первым историком. До Карамзина в России были историки, они появились у нас в XVIII веке, ну, из русских это Ломоносов и Татищев. Потом Екатерина пригласила в Россию, и они писали свои исторические труды, Шлёцера и Левика. Кстати, именно по последнему, по Левику, собственно говоря, русское дворянство изучало всю историю до Карамзина. Вот. Были опыты даже художественного освоения исторического материала. Достаточно тут назвать трагедию Сумарокова «Дмитрий Самозванец». О, уже колокольчик зазвенел, та самая эпоха. Но вот чтобы понять, чтобы почувствовать, как понимали и как изображали историческую эпоху до Пушкина, ну вот можно привести из нее цитату. Пармен, один из благородных действующих лиц этой трагедии, значит, с обнаженным мечом, вырывая Ксению из его рук, Ксения, одна из героинь, из рук самозванца, прошли уже твои жестокости и грозы, избавлен наш народ смертей, гонений, ран, не страшен никому в бессилии тиран. Это он Дмитрию говорит. Дмитрий, ступай, душа, в ад, и буди вечно пленна, если бы со мной погибла вся вселенная. О. Ну, я не знаю, насколько хорошо это видеть на сцене и слышать, но специфика здесь своя есть. Наивность, открытость. Люди говорят, ну, идеи автора произносятся в этой трагедии, причем идеи незатейливые. Вот тебе есть злодей Дмитрий, вот тебе есть добродетельный этот самый Пармен, и вот между ними там какой-то поединок, какой-то диалог и так далее. Что сделал Карамзин? Он написал свою историю современным по тем временам, доступным, вернее, так сказать, новым, доступным языком. Вот тем языком, которым Пушкин пишет свою раннюю лирику, тем языком, которым Батюшков изъясняется в лирике 10-х, 20-х годов, тем языком, которым говорит Жуковский в своей лирике, тем языком, который, собственно говоря, открыла для себя Россия в начале 19 века. Это доступный язык, это понятный язык, это внятный язык. Вторая очень важная вещь, которую сделал Карамзин, он наполнил исторических героев жизнью. Они уже не ходульные такие вот произносители каких-то зафиксированных там где-то в каких-то документах фраз, а люди, живущие какой-то внутренней жизнью, люди, способные переживать, люди переживающие, люди сомневающиеся, размышляющие там, и так далее, и так далее, и так далее. То есть открыл внутренним, что герои истории, участники истории, это живые люди, несмотря на то, что они отодвинуты у нас на довольно далекое расстояние, что они такие же, как мы, переживающие, страдающие, мучающиеся, радующиеся, так и так далее. Вот. И, наконец, самое важное, о чем мы сегодня будем много говорить, Карамзин ввел в свои исторические изложения нравственную оценку. Он рассказывает не только о том, правильно или неправильно поступил государь с государственной точки зрения. Он еще говорит, насколько нравственным был этот поступок, насколько полно он опирался или противоречил человеческим законам, законам человеческого общежития, законам человеческого бытия, нравственным нормам и тем нормам, которые диктует нам вот тот Всевышний Государь. Получился фантастический эффект. Оказалось, что история имеет отношение ко мне. Вот лично ко мне, не вообще. И существует она не для того, чтобы забить голову какими-то знаниями, дат, событий, имен и так далее. А существует она для того, чтобы что-то объяснить во мне, и плюс к этому, чтобы я что-то понял в окружающем себя мире. Не только там,
в том, о ком рассказывает Карамзин, а и в том, в котором я сегодня существую. Упрощая, история становится комментарием к настоящему. Отодвинутая от тебя, она становится комментарием к тебе. Она становится комментарием для тебя. Вообще Пушкин очень внимательно читал Карамзина, но, подчеркну, созрел до понимания только вот где-то к 1924 году. До этого он, как мы знаем, вольнодумствовал, поэтому на первые тома, допустим, истории Карамзина Пушкин ответил эпиграммой, очень злой и несправедливой эпиграммой, хотя там какой-то момент справедливости и был. Его история изящность, простота доказывает нам без всякого пристрастия необходимость самовластия и прелести кнута. Но вот это вот тот самый Пушкин, который еще не перебродил, который только бродит, что называется. Потом глаза открылись, и выяснилось, что совсем о другом карамзинской истории, и что ценить ее надо иначе. И, наконец, еще один очень важный момент, вот это как раз последствие того, как открываются глаза, когда ты обращаешься к истории, как когда современники Пушкина и сам Пушкин обращались к карамзинской истории. Вот я до сих пор не могу понять цели, которую преследовал Пушкин, но фокус заключается в том, что непонятно, то ли в самом конце 24-го, то ли в самом начале 25-го года, то есть в начале работы Пушкина над Борисом Годуновым, он вдруг пишет, воображает такой текст на одном листе, большом листе бумаги. Окончательной редакции нет, потому что там все перечеркнуто, перекручено, переиначено. Но, в принципе, ученые как бы восстановили возможный вариант этого текста. Текст этот получил название, у Пушкина он без названия, в пушкиноведении он получил название «Воображаемый разговор с Александром I». Читаю. «Когда бы я был царь, то позвал бы Александра Пушкина и сказал ему: Александр Сергеевич, вы прекрасно сочиняете стихи. Александр Пушкин поклонился бы мне с некоторым скромным замешательством, а я бы продолжал. Я читал вашу «Оду свобода», «Ода вольности». Прекрасно, хотя она написана немного сбивчиво, мало обдуманно. Вам ведь было 17 лет, когда вы написали эту оду. Тут есть 3 строфы очень хорошие. Конечно, вы поступили неблагоразумно. Я заметил, вы старались очернить меня в глазах народа распространением нелепой клеветы. Вижу, что вы можете иметь мнения необоснованные, но вижу, что вы не уважили правду, правду и личную честь даже в царе. Вот это самое начало вот этого воображаемого разговора, где Александр упрекает по существу Пушкина в том, что в оде «Вольность» он намекнул на косвенное участие Александра в смерти своего отца, Павла I. Это же тоже плод карамзинских трудов. Вот когда Карамзин дает оценку Годунову, он постоянно в своей хронике подчеркивает вот безнравственность и чудовищность того поступка, который совершил Годунов. Дело в том, что Карамзин был совершенно уверен, что Годунов именно и есть человек, который, грубо говоря, зарезал Дмитрия. Не своими руками, руками своих подчиненных, но зарезал царевича Дмитрия. И у Пушкина начинается игра. Посмотрите, Годунов переступает через кровь, садясь на престол, Александр переступает через кровь, садясь на престол. Вот начинается как сказать, вот это даже не линия, а трос, который пронизывает всю нашу историю. На него нанизывается раз за разом одно и то же.
Как в октябре его немножечко того, и вот всю правду мы узнали про него. Вот. Еще раз повторяю, я не знаю причин, по которым Пушкин обращается вот к этому тексту, к этому воображаемому разговору, на факт остается фактом. Начиная работу над Борисом Годуновым, он держит в уме преступления, преступные средства, пользуясь которыми на трон сел Александр I. Вот он замыкает эту параллель и держит ее постоянно, видимо, в голове. Именно и держит постоянно, настолько постоянно, что он даже вводит в свою трагедию вот этого самого замечательного Николку Юродивого и пишет, опять же, Вяземскому в том письме, в котором он там хлопал в ладоши, Жуковский говорит, что царь меня простит за трагедию. А до этого Жуковский писал о том, что вот, когда ты закончишь трагедию, когда ты ее поднесешь государю, государь тебя простит и освободит тебя из ссылки в Михайловском. Пушкин же пишет в Михайловском все, в ссылке, находясь. Навряд, мой милый, хоть она и в хорошем духе написана, да никак не могу упрятать всех моих ушей под колпак юродивого. Это отсылка к вот той самой замечательной сцене, где юродивый Борис, Николку дети обижают, царь, подать ему милостыню, о чем он плачет. Юродивый, Николку маленькие дети обижают, вели их зарезать, как зарезал ты маленького царевича. Вот и здесь он не удержался, и здесь он как бы приоткрыл вот эту самую завесу тайны, неприятную, скорее всего, которая была бы неприятной для Александра, безусловно. Ну и, наконец, не стоит, это опять же к вопросу о том, как бы, что побудило Пушкина и стимулировало его работу над Борисом Годуновым, конечно, его фантастическая интуиция. Вот летом и осенью 25 года он же не мог не чувствовать, что вот то, что происходит в стране, добром не кончится. Он же знает о декабристах будущих, он знает о недовольствах Александром в дворянской среде, он знает об этих брожениях, он понимает, что добром все это не кончится, а эпоха Бориса, собственно говоря, с этого и начиналась, тоже с брожения, с недовольства Борисом, с представления о нелегитимности его власти и так далее, и так далее. И вот это все отдаленным гулом каким-то вот там еще в Годунове присутствует. Годунов закончен до декабристского восстания, очень короткий там временной промежуток, но вот этот гул истории нарастающий, вот там уже присутствует. Начнем мы, собственно говоря, разговор уже, собственно, о Борисе, о трагедии. Сейчас я уже не буду говорить о трагедии Бориса Годунова, о Борисе Годунове. Вот я для себя придумал давненько уже такое понятие «пустой трон». Оно мне помогает в разговоре о Борисе Годунове. Пустой, я имею в виду в нескольких смыслах. Пустой – это в прямом смысле никем не занятый, то есть это междуцарствие, когда один царь умирает, другой царь еще не принял царство, и трон пуст. Но кроме этого, применительно к русской истории, по крайней мере, но я думаю, что и не только к русской, можно говорить и про пустоту в переносном смысле этого слова, когда, во-первых, трон занимает нелегитимный царь, и тогда у людей возникает представление о том, что он должен быть замещен. Это с одной стороны. А с другой стороны, это пустой трон, это когда трон становится предметом раздора. Вот при Грозном, допустим, на должность царя никто не претендовал. А вот при Борисе совсем другое.
При Иосифе Виссарионовиче никто на трон не претендовал. А вот при Никите Сергеевиче ребята в 1964 году собрались и передумали, что называется. И решили все иначе. Степень прочности сидения на троне много играет. И трон в переносном смысле пуст, когда возникает претенденты на него. При этом поймем разницу между троном Никиты Сергеевича и троном того же Ивана Грозного. Тут-то все мирское, а там помазанник Божий, а там глаз Бога на земле, а там воля Божия в миру действующая, совсем другое отношение к власти. Гораздо более высокое, гораздо более серьезное, гораздо более не предполагающее каких-то вариантов. Как бы демократических процедур оно не предусматривает. Итак, поэтому и надо восстановить как бы для более точного разговора историческую канву. Что вообще происходит? О каком времени пишет Пушкин? Наверное, я думаю, что многие из нас помнят, а кто-то, может быть, кто-то лучше, кто-то смутнее, о том, что со смертью Федора Иоанновича, последнего сына Ивана Грозного, в России пресекается московская ветвь династии Рюриковичей. Тех самых Рюриковичей, которые много веков правили Россией, тех самых Рюриковичей, на основании царства которых, и по итогам царства, и тоже эту многовековую линию, Иван Грозный и объявил себя помазанником Божиим и царем, воплощающим на земле Божью волю. Это первое. Второе. По мужской линии остался единственный наследник Ивана Грозного, это царевич Дмитрий, но фокус заключается в том, что царевич Дмитрий был то ли шестым, то ли седьмым сыном, был сыном то ли шестой, то ли седьмой жены Ивана Грозного, а русская церковь признавала только 3 первых последовательных женитьбы царя. Вот 3 первых жены, и от них дети, они легитимны. Все остальные уже к трону, по крайней мере, к трону не имеют уже никакого отношения. То есть юридически Дмитрий был незаконнорожденным сыном и не мог претендовать на престол, но то, что он был жив, это уже было вещью опасной. Уже Федор Иванович, старший сын Грозного, к своему брату по отцу, к Дмитрию, младенцу, относился очень настороженно. Он боялся того, что вокруг Дмитрия начнут объединяться люди, недовольные его царствованием, и он отодвинул его от двора, он переселил его вместе с матерью и с слугами в Углич, сделал его князем угличским, то есть отдал ему Углич в надел, и там этот ребенок с мамой и няньками жил и так далее, и так далее. Но под очень внимательным присмотром дьяка Битяговского. И Битяговский был приставлен к нему смотреть внимательно, чтобы тут заговора никакого не зрело. Особенно это важно было еще и для Федора Ивановича, особенно важно было еще и потому, что Бог ему сыновей не дал. У него была только одна дочь, и вопрос-то перед ним вплотную вставал, а кому передать трон. Вот эта ситуация неопределенности, она, собственно говоря, и привела к тому, что на трон зашел Борис Годунов, но, как я уже говорил, трон-то после смерти Федора оказывается пустым, и в прямом, и в переносном смысле слова. Годунов отказывается при нем, долго отказывается принимать трон. И в этой ситуации неопределенности вот как раз и возникает вот этот эффект пустого трона.
На трон претендует Годунов, на трон претендует, мы сейчас говорим о драме, о трагедии, не об истории. На трон претендует Шуйский, на трон претендует Отрепьев и на трон претендует Басманов. Это я называю по той очередности, по которой они в трагедии заявляют о своих претензиях. 4 самозванца. У нас обычно в пушкиноведении говорят об одном или максимум 2 самозванцах, Годунове и самозванце, Отрепьеве. А тут фактически 4 самозванца. Ну, с Годуновым все понятно. Он с 1587 года был фактически соправителем Федора, поскольку Федор был слаб и здоровьем, и духом, видимо, был слаб, и Годунов фактически руководил государством. И есть свидетельство того, что иноземные послы, прежде чем встретиться с Федором, встречались с Годуновым. Им важнее было переговорить с Годуновым с первым, чтобы потом разговаривать с царем. Шуйский. А что мне было делать, когда Воротынский его спрашивает, ну, ты же знаешь, кто зарезал, что люди Годунова зарезали Дмитрия, что ж ты не сказал-то? А что мне было делать? Все объявить Феодору, но царь на все глядит очами Годунова, всему внимал ушами Годунова. Вот степень влияния. Воротынский о том же Годунове, он умел и страхом, и любовью, и славою народ очаровать. Его месяц уговаривает, он отказывается, но при этом Шуйский, который, видимо, очень хорошо изучил Годунова, успокаивает своего собеседника Воротынского. Это первая сцена в московских палатах. Чем кончится-то все? Чем кончится? Узнать не мудрено. Народ еще повоет, да поплачет. Он такие повоет потом и поплачет. Борис еще поморщится немножко, он таки поморщится немножко, что пьяница пред чаркою вина, и, наконец, по милости своей, принять венец, смиренно согласиться. А там он будет нами править по-прежнему. Вот как в воду, что называется, Шуйский глядел. Так оно, собственно говоря, и произойдет. Но перед тем, как это все произойдет, перед тем, как Борис согласится принять трон, состоится еще один знаменательный диалог Шуйского с Воротынским. Шуйский. Какая честь для нас, для всех, для всей Руси. Вчерашний раб, татарин, зять Малюты, зять палача и сам в душе палач возьмет венец и барму Мономаха. Воротынский. Так, родом он не знатен, мы знатнее. Шуйский. Да, кажется. Воротынский. Ведь Шуйский, Воротынский, легко сказать, природные князья. Шуйский. Природные. И Рюриковой крови. Воротынский. А слушай, князь, ведь мы имели право наследовать Феодору. Шуйский. Да более чем Годунов. Воротынский. Ведь в самом деле, Шуйский, глядя в окно, он смел. Вот все, а мы, ну полно, видишь, народ идет, рассыпались назад и так далее. Вот оно. У нас есть право. Мы по крови, мы выше Годунова и так далее. В итоге, как мы помним с вами, Шуйский действительно стал царем после самозванца и правил 4 года страной, и закончил жизнь в Польше, в ссылке. Лжедмитрий, я уже перебираю всех претендентов, Лжедмитрий тоже правит, реализует свои намерения, правит страной, правда, меньше года. И только один Басманов вот из этой 4 оказывается то ли слабым человеком, то ли честным человеком, то ли что, не получается у него. Хотя он при этом открывает польским войскам путь в Москву, но делает он это, как сказать, без азарта.
не желая, как бы, вот, сомневаясь, вот, фрагмент из его монолога, вот, после того, как он встречается с Пушкиным, представителем войска самозванца. Но мне ли, любимцу государя, тот предлагает ему, давай переходи на нашу сторону, но смерть, но власть, но бедствие народное, вот он колеблется. Те не колеблются. Ни Годунов, ни самозванец, ни Шуйский, они колебания не знают. Они принимают решение и делают, Здесь вот колебания, и Шуйский так и кончил. Его зарезали вместе с самозванцем. Он перешел на сторону самозванца, его зарезали вместе с самозванцем. Басманов. Ой, Басманова, извините. Басманова, конечно. Итак, пустой трон – источник разногласий, борьбы амбиций, общего разброда и в итоге кровавой смуты. И Годунов здесь самая показательная и трагическая фигура, и вершитель истории, и в каком-то смысле ее жертва. И, трагическая, что называется, жертва. Поэтому он стал, собственно говоря, у Пушкина героем трагедии. Пушкин не случайно говорит о том, что Годунов главный у него, хотя, собственно, с Годуновым из всего 6 сцен в трагедии. Все остальное происходит без Годунова, но действительно Годунов в этом смысле занимает такую совершенно центральную позицию. Итак, надо понять еще одну вещь. Пушкин заимствует у Карамзина историческую канву. Вот как развиваются события. Он берет, грубо говоря, он вынимает оттуда хронику. В этом году то-то произошло, в этом то-то, в этом месяце, в этом дне то-то, и так далее, и так далее. Вот. А дальше движется уже совершенно самостоятельно, независимо от Карамзина. Вот давайте посмотрим. Вот еще до Пушкина у русского человека было очень специфическое, сегодня, так скажем, странное для нас представление об истории. История мыслилась до Бориса Годунова, как до трагедии Бориса Годунова. История мыслилась как монолитный поток, ничем не расчленимый, где на каждом синхроническом срезе этой истории происходят некие события. Вот в 25-м году то-то произошло, в 26-м то-то, в 27-м то-то, в 29-м, собственно, так построены все летописи. Что делает Пушкин? Пушкин открывает, что исторический процесс – это не монолит. Это, так скажем, интегральная сумма нескольких потоков, каждый из которых двигается со своей скоростью. И эти скорости очень часто не совпадают. Поэтому посмотрите, как построен Борис Годунов. У него вся трагедия разделена на две части. Есть русские сцены, московские, условно говоря, сцены, и есть польские сцены. И между этими сценами разительная разница. Вот давайте посмотрим, давайте посравним. Московский мир плавный, размеренный, неторопливый, ритуальный. Польский импульсивный, напряженный, стремительный, импровизационный. Ритуалы здесь существуют, но если они не нужны для достижения цели, если они мешают цели, это все, они отбрасываются запросто. Московский мир сугубо мужской. В нем почти нет женщин. Одна дочь Бориса на всю трагедию, если московский мир брать, одна дочь Бориса. Смысл жизни которой выйти замуж за человека, который папа назначит, и быть спутницей его, причем безгласной и безмолвной спутницей его жизни. Польский мир совсем другое. Женщина здесь равна мужчине, здесь она равноправна с мужчиной, имеет право выбирать мужа, то, чего нет в московском мире, иметь любовника,
на равных участвует в государственных делах, а в случае с Мариной Мнишек таки вообще начинает управлять самозванцем, и он начинает действовать собственно говоря, по ее сценарию. Московский мир еще не оторван от древнерусской традиции. Потому что, смотрите, здесь беглый монах Варлам, он носитель совершенно скоморожьей традиции. Что тебе, Литва, так слюбилась, Варлам? Дмитрий спрашивает беглого Дмитрия. Вот ты, отец Мисаил, да я, грешный, как утекли из монастыря, так ни о чем уже и не думаем. Литва ли, Русь ли, что дуд, что гудок, что гусли. Все нам равно. Было бы вино, да вот и оно. Вот чисто скоморожья традиция. Пимен у Пушкина – это древнерусский летописец. Отстраненный от мира, объективный, как бы подчиняющийся только некой высшей воле, и никак не мирского происхождения эта воля. И вспомните поэта в польской сцене. Там, к Дмитрию подходит поэт и предлагает ему какую-то оду, которую он посвятил Дмитрию, и тот расплачивается с ним деньгами, и это естественно. Продать свой талант, почему не продать, если есть покупатель и есть талант, что называется, совершенно другое. Водораздел здесь степень выраженности личного начала. Вот древнерусский мир – это родовой мир, где люди живут, не выделяя себя как личность из некой общности, социальной, национальной, какой угодно. Мир польский – это мир будущего, того, к чему придет Россия, начиная с Петра, и особенно в Екатерининском XVIII веке. Это мир, где личностное начало начинает играть ведущую, главенствующую роль, где интерес человека, где целеустремленность человека, где настойчивость человека и талант человека имеют самостоятельное значение. Они не растворяются в родовом его существовании, а выделяют его и выносят его как бы на поверхность отдельного человека. Вот. Опять не буду приписывать Пушкину, но факт остается фактом. Пушкин открыл вот это вот догоняющее развитие России. Вот она все время, применительно, по крайней мере, к европейской истории, при европейской культуре, а сейчас можно говорить о европейских технологиях и так далее, она все время находится в позиции догоняющего. Вот мы не способны сами, мы на какой-то момент вырываемся, а потом все равно становимся в эту позицию догоняющего, усваивающего то, что для других уже, открывающего то, что для других уже давно открыто, переварено, усвоено, и они уже идут дальше, а мы еще это, что называется, не усвоили. Единственное исключение здесь в Борисе Годунове – это самозванец. Если сопоставить, он единственный участвует и в московских сценах, и в польских сценах. Так вот, если сопоставить Григория Московского и Григория Польского, перед нами два разных человека. Совершенно не похожи друг на друга. Как из самозванца, чернеца, монаха, Григорий превращается в Польше, в человека, которого польское дворянство принимает как своего, это загадка, на которую, собственно говоря, Пушкин в своей трагедии не дает ответа. Да, собственно говоря, этот ответ и не нужен. Пушкину важно зафиксировать вот эту разницу. Встречая самозванца в Польше, мы видим перед собой человека, который совершенно не скован традициями и предрассудками своего отечества, как будто он воспитывался вообще непонятно где. Он почти необъяснимо органичен польскому миру, и именно тем, что совпадает с ним в высокой степени выраженности личного начала.
И, наконец, в понимании того, что для достижения своей цели допустимы любые средства. Он из этого мира. Как он там оказался, вернее, как это преображение произошло, еще раз повторю, Пушкин ответа не дает. Они действительно... Сейчас, извините. Извините. Сейчас. Мы теперь откроем? Да, нужно. Если мы всегда здесь. Да, никогда не переделаешь. Потому что мы просто парили, я прямо могу вспоминать, это качественные, сложные ей читается четко, а вот это не очень, да, не очень, поэтому есть еще очень комфортно. Если дует на кого-то, скажите, пожалуйста, хорошо? Проверим немножко. Ну вот мы сказали, что, собственно говоря, никакими средствами не внушается. Вы можете меня упрекнуть. Вы можете мне сказать, ну хорошо, а Годунов что? Очень щепетилен в средствах. Да. И он, и его последователи, его предшественники, в общем-то, тоже сильно не гнушались средствами к достижению своих целей через кровь, как бы перешагивали достаточно спокойно. Поэтому, собственно говоря, и сходятся линии судеб вот таких не похожих друг на друга героев, как Борис и Дмитрий. И тот, и другой, как мы уже говорили, на последнем шаге к трону переступает через кровь ребенка. Но у Пушкина же все нелинейно. Разница заключается в том, что для Годунова этот шаг, вынужденный шаг, является личной трагедией. Он сам признается, что 13 лет мне снится, все снится убиенное дитя. 13 лет оно ему снится, он не забыл его, оно его мучает. И на смертном одре, в последнем своем монологе, он признается, и мальчики кровавые в глазах. Он проводит свои параллели, страшную параллель между собой и Иродом, и царем Иродом. Погодите, рано еще проводят. Реакция самозванца на убийство жены и сына Годуновых нам неизвестна. Но вот судя по всему, судя по содержанию пушкинской трагедии, вот убитый мальчик ему сниться не будет. Там же тоже ребенок почти умирает, подросток Федор. Для Годунова это роковой шаг. Для самозванца, ну, один из эпизодов в борьбе за власть. Вот
Вот опять начинается расщепление. Кажется, поступок один, а смысл у поступка совершенно разные. Второе, что делает Пушкин, того, чего до него никто не делал, а он начал это делать в Годунове. Он начинает строить многогранный, многослойный характер. Это опять независимо от Карамзина. Это уже как бы достраивая, дополняя Карамзина. Вот собственно говоря, до Бориса Годунова русская литература знала два принципа построения характера. Это либо носитель одного какого-то качества, которое он реализует во всех, что называется, своих проявлениях. Об этом сам Пушкин, как раз размышляя над спецификой трагедии и работая над Борисом Годуновым, пишет: «Байрон распределил между своими героями отдельные черты собственного характера. Одному он придал свою гордыню, другому свою ненависть, третьему свою тоску и так далее. И таким путем из одного цельного характера, мрачного и энергичного, создал несколько ничтожных. Это все не трагедия». И второй принцип – это когда человек оказывается носителем двух противоположных качеств, и вот мечется как бы от одного состояния ко второму, но в любом случае параметры заданы, и они абсолютно не меняются. Собственно говоря, так строит характер Годунова и Карамзин. Карамзинский Годунов – это человек, испытывающий вот жуткое противоречие между двумя своими качествами. Он, с одной стороны, глубоко религиозный человек, а с другой стороны, коварный человек. И вот это вот и приверженность православным заповедям, и отступление от него, необходимость отступления от него составляет как бы у Карамзина драму Годунова. У Пушкина все намного сложнее. Где-то убийца Годунов, у него и любящий, и заботливый отец. Вспомните, как он разговаривает со своим сыном, со своей дочерью, как сочувствует своей дочери. И сторонник просвещения, и мудрый, дальновидный реформатор. Его стремление отменить земство все историки признают очень важным и существенным шагом. Это очень сильный человек. Перед смертью он, как вы помните, призывает к себе сына. Вот он должен умереть. Собственно говоря, что он должен сделать? По той традиции он должен призвать себе церковников, которые должны совершить над ним некий обряд. Нет, он отодвигает этот обряд на потом, и, рискуя умереть непричащенным, он призывает к себе сына и очень спокойно и размеренно дает ему советы. Вот, делай так, оперись на тех-то, поступай так-то и так далее. Для этого нужна очень большая внутренняя сила. Это доминанта как бы вот его характера. Естественно, что Пушкин достраивает эти доминанты и ситуативными вещами. Прозорливый, мудрый, прекрасно знающий цену людям. Годунов вот эту последнюю минуту своей жизни, последние минуты, собственно говоря, своей жизни, как бы немножечко теряет это самое качество, потому что ситуация необыкновенная, форс-мажорная, и тогда он начинает советовать своему сыну взять в советники Шуйского, взять в помощники Басманова, которые, как мы-то с вами уже знаем, уже внутренне предали Годунова и не будут поддерживать его сына. Это ситуативное как бы такое проявление характера. И вот для Пушкина и важно вот это многообразие проявлений человека, несводимость человека к какому-то одному качеству, одному свойству. Вот то, что так рождается, то, что мы называем психологизмом. Конечно, до толстовского психологизма еще очень далеко, но фундамент, вот Пушкин именно в Борисе Годунове Пушкин закладывает этот фундамент характеров, несводимых к набору качеств,
составляющих сложное переплетение, переход от одного свойства качества к другому и так далее. Вот еще один очень показательный пример, почему Шуйский так долго не соглашается сесть на трон. Вот для Годунов, извините, сесть на трон. Вот для Шуйского все понятно. Это он играет с народом в кошки-мышки. Сейчас вчера отказался, сегодня откажется, а завтра согласится. Хитрый. Для чего ему это нужно? А это ему нужно просто для того, чтобы потом, сев на трон, он в любой момент может сказать: ребята, а кто меня сюда посадил? Я, что ли? Это вы хотели, чтобы я сюда сел. Так вы уже не обижайтесь. Ваша воля была. А теперь посмотрите аргументы самого Годунова. Ты, отче патриарх, вы все бояре, обнажена моя душа пред вами. Вы видите, что я приемлю власть великую со страхом и смирением. Столь тяжела обязанность моя. Чего боится Годунов? Если поверить ему, а поверить ему нужно, но доверять ему нельзя. А если поверить Годунову, то страх и смирение – это два чувства, которые владеют Годуновым, потому что он совершает небывалое. Он понимает, что он совершает небывалое. И с ним совершается небывалое. На трон садится человек, наследующий его не по крови. Никогда такого в истории России не было. На трон садится человек, которого избирают, и который соглашается или не соглашается этот трон занять. Это во-первых. А во-вторых, тяжела ты шапка Мономаха. Чем она тяжела? А тем, что ответственность надо держать перед Богом. Легко быть рядом с Федором, подсказывать, советовать, что-то вместо него делать, ты отвечаешь только перед ним. А перед Богом ответ – это совсем другое. Годунов понимает это. Может быть, полнее, чем все остальные. И вот еще одна причина того, почему он так долго отказывается от трона. И нам вольно выбирать. Это проявление хитрости или это проявление понимания масштабов того, что происходит. И боязнь этого, опасения этого масштаба. Пушкин не дает окончательного ответа. Вот выбирайте. Опять, и вот с Годуновым все время так. И так, и эдак, и в третьем варианте, и так далее. И это все Годунов. Это все единый человек. Вот Годунов у Пушкина первый в русской литературе герой, обреченный на то, чтобы сделать нравственный выбор. Он же, садясь на трон, помнит и о Дмитрии, помнит и о крови, и ему нужно сделать нравственный выбор, потому что грех-то огромный. При этом нравственный выбор и в личной сфере, и в сфере надличной, так скажем, политической. И в этом разница между Годуновым, самозванцем, Шуйским и тем же самым Шуйским. Те только хотят. Этот хочет и понимает значение происходящего и боится того, что происходит. И внутренне скован этой памятью о крови Дмитрия. Единственный, кто, вот как бы мы сказали, так мечется и неопределенно, это вот самая трагическая фигура Басманова. И да, и нет, и так, и эдак, и никак, и не так, и не эдак. Вот в том-то и прелесть пушкинской трагедии, в том, что вот невозможно добраться до последней разгадки. Вот последние корешки, последние причины поступков человека, вот они очень глубоко и практически недоступно для нас закопаны. Вот в мутной глубине где-то там они, собственно говоря, находятся, и добраться до них невозможно. Мы имеем дело только вот с некими верхушками, некими результатами. Второй момент, вернее, третий момент, принципиальный для понимания пушкинской трагедии. Все знают, что Годунов виновник смерти Дмитрия. Историки этого не утверждают, хотя, еще раз повторяю, Карамзин был уверен,
что так оно по существу и есть. В пушкинской трагедии все знают, что Годунов виноват. Все знают, что на нем кровь Дмитрия. Причем все от Шуйского, от бояр, и до Миколки, вот этого самого несчастного, который просит зарезать детей, как зарезал ты царевича Дмитрия. А юродивый на Руси — это, между прочим, божественное откровение, адресованное всему миру. Через юродивого Бог разговаривает с народом и доносит до него последнюю правду, что называется. Но при этом никто, кроме нас и автора, не видит и не понимает того, что кровь Дмитрия – причина постоянных переживаний и внутренней драмы Годунова. Вот опять же вот этот самый раздел. Они знают, но они знают часть правды. Им доступна только часть правды. Он убил. А что для Годунова это внутренняя драма, знаем только мы и сам Годунов. Возможно, это одна из причин его благодеяния, когда он начинает перечислять. Вот пожарный огонь, значит, уничтожил их дома, им построил новые жилища. Вот недород, голод, я им дал хлеба и так далее, и так далее. Все это, вот, возможный вариант такого его поведения, это попытка искупления своей вины. Это попытка как-то поправить положение, поправить ситуацию. Другие герои у Пушкина лишены этой глубины и многогранности. Даже самозванец в этом смысле не так многогранен, хотя, как сказать, он очень безрассудный человек, самозванец. Он совершенно не сильно раздумывая, на импульсе покидает монастырь, бежит из Московии. Он также импровизационно на импульсе объявляет себя в Польше царевичем Дмитрием. Точно так же решается идти на Москву. Эти шаги, импульсы, не результат внутренних размышлений, не результат какой-то внутренней интеллектуальной, духовной работы, а вспышки самоутверждения, желание самоутвердиться, желание доказать миру, что я не один из многих, а единственный из многих. Поэтому по Пушкину трон для самозванца – это не цель, а средство для самоутверждения. Поэтому он так легко и отказывается от трона. Когда он встречает Марину, когда он видит перед собой эту самую польскую красавицу, что он делает? Что, Годунов, во власти ли Бориса твоя любовь? Одно мое блаженство. Нет, нет, теперь гляжу я равнодушно на трон его, на царственную власть. Твоя любовь, что без нее мне жить? И славы блеск, и русская держава, и в глухой степи, в землянке бедной ты заменишь мне царскую корону. Твоя любовь. Это же как надо быть ослепленным любовью к Марине Мнишек, чтобы предлагать ей в глухой степи, в землянке бедной жить. Грубо говоря, с милым рай в шалаше, а ты задумался, милый ли ты? Чтобы звать ее в шалаш. И она ему четко показывает его место. Какой шалаш? Какая степь? Ты о чем? Ты мне важен, пока ты царевич Дмитрий. Ты для меня что-то значишь, пока ты царевич Дмитрий. А откажись от него, забудем про тебя через 5 минут. Но в этой легкости, с которой самозванец готов отказаться от трона, готов отрешиться от грандиозного замысла, есть своя прелесть. И Пушкин ее понимает и ее изображает. Еще одна любопытнейшая перекличка. Вообще надо внимательно заняться историей написания Бориса Годунова. Любопытнейшая перекличка. Июнь 25-го года. Самый разгар работы над Борисом Годуновым. Пушкину приспичило ехать в Ригу.
Он обращается к губернатору Псковской области, а тому строго-настрого никуда. Тот ему отказывает. Это говорит, ну хорошо, хоть в Псков меня отпусти, вот у меня там вот проблемы с коленом, там что-то вот болит, надо очень коновала, врачевателя и так далее, и так далее. Ну что ж с тобой езжай. А он съездил в Псков. Зачем он ездил? Что он собирался в Ригу и что он поехал в Псков? Ответ очень простой. В это время в Ригу собирается ехать Прасковья Александра Осипова со своими дочерьми и с Анной племянницей Анной Павловной Керн. И ему все, он готов бросить Бориса Годунова, да к чертовой матери. Такая возможность с Аннушкой встретиться и пообщаться. Когда ему отказывают, он соглашается на Псков, потому что они через Псков едут. И он таки приезжает в Псков, и он таки встречается с Анной Павловной Керн и дарит ей первую главу Евгения Онегина, уже опубликованную, и вкладывает в нее листочек со стихотворением «Я помню чудное мгновение». Передо мной явилась самозванец. Самый натуральный самозванец. В этом смысле его поведение – это поведение самозванца. К черту Борис Годунов, к черту трагедия, все к черту. Аннушку встретить можно. Шанс такой появился. Как от него отказаться? Что в итоге? В итоге индивидуальное воплощение национально-исторического типа и сложное сцепление, переплетение этих индивидуальностей. Вот что изображает Пушкин в Борисе Годунове. Характер у него – это индивидуальное воплощение национально-исторического типа. Характер формируется вот в этой среде. Не в абстрактной среде, а в этой конкретной среде. И формируется в точке той дистанции, которую эта история прошла. Не раньше и не позже. И отсюда сложное переплетение, я бы назвал это трением характеров. Они не совпадают, они противоречат друг другу во многом еще и потому, что они принадлежат как бы разным цивилизациям. Они принадлежат разным историческим эпохам. Встречаются люди, как если бы сейчас сюда Александр Сергеевич Пушкин вошел, дур-дур. Как сын у меня однажды по горячности. Вот бы с Пушкиным встретиться. Я говорю, чего? А ты подумал, он-то с тобой захотел бы встретиться? И, наконец, народ безмолвствует. О чем безмолвствует? Итак, сцепление, взаимодействие, притяжение, отталкивание характеров становится Пушкиной одной из движущих сил истории. Одной из движущих сил истории. Несколько раз ход этой истории мог быть очень резко измененным. Вот, прими самозванец другое решение в сцене у фонтана и не пойди на Русь, что-то бы в этой истории изменилось. Не открой Басманов полякам Москву, тоже бы что-то изменилось. Но такие вот роковые мгновения по Пушкину очень редкие, а они как бы нарушают общую логику истории или потенциально могут выстроить другую логику. Но этой логике они препятствуют. И есть некая общая логика развития истории. Для запевки. Что это за логика? По существу, по Пушкину, судьба и Годунова, и самозванца, а с ними и судьба страны предрешена. Какие бы действия они ни предпринимали, какие бы меры они ни предпринимали, история, время движется по каким-то своим законам. Когда эти законы не совпадают с твоими усилиями, или ты и твои усилия не совпадают с этими законами, тогда ты терпишь поражение. Годунов
как ни старался, как ни напрягался, как ни благодетельствовал, как ни хитрил, как ни мудрил, а ничего не получается, все рассыпается. Государство рассыпается, армия рассыпается, от него бегут, у него ничего не получается, в конечном итоге он остается один вместе с сыном. Все остальные его оставили. Отрепьев, который вообще абсолютно наплевательски относится ко всему, ну, сегодня Марина, завтра Москва, послезавтра еще что-нибудь и так далее. Но поток истории выносит его вверх, как бы независимо, опять же, от того, какой он и что он делает. Для этого у Пушкина есть совершенно замечательная сцена, когда после разгрома своей армии самозванец спокойно ложится в лесу на седло и засыпает. И спутник его говорит: мы разгромлены, а он спит. А ему и дела до этого нет. Он интуитивно чувствует, что как бы карта пошла. Все, судьба повернулась ко мне своим блестящим лицом, и так и получается. Что бы самозванец ни делал, все правильно, все в его пользу. Все до какого-то, опять же, определенного момента, все оказывается так, как он хотел. Все происходит не потому, что он так хотел, а потому что его желания, его намерения совпадают с неким общим потоком истории, с неким общим потоком времени. Он угадал, он попал в этот поток, и этот поток несет его буквально к какому-то результату. Это один момент. Второй момент. Есть замечательный сон самозванца. Вы помните, с чего начинается наше знакомство с самозванцем? Келья, Пимен, заканчивающий свой летописный труд, и вот этот самый чернец, монах, который просыпается, все тот же сон, проклятый сон. Что ему снится? Ему несколько раз подряд снится один и тот же сон, как будто он стоит на верху высоченной московской колокольни, а внизу пальцами в него тычет и смеется народ. Вот еще одна грань предрешенности истории. Еще никаких потрясений исторических нет. Еще Годунов достаточно прочно на троне, а что-то уже сдвинулось. Какие-то тектонические плиты уже начали приходить в движение. И одному из будущих, что называется, акторов русской истории, который даже и не мыслит об этом, вдруг начинает сниться вещий сон о его будущем, о его взлете на вершину и его падении с этой вершины, потому что народ-то не аплодирует, а тычет пальцами и смеется, так как оно потом и кончится. Этот самый народ даст ему подняться на самую вершину, а потом низвергнет его и уничтожит его. Так встает вопрос, вот тот самый о народе. А какую роль в этом всем народ играет? Если бы я знал. Я проделал простую операцию. Я вывел на компьютер текст трагедии пушкинской и в поисковике набрал народ. И начал смотреть, где, когда, по какому поводу у Пушкина это слово присутствует. Так вот, присутствует оно очень часто на протяжении всей трагедии. Народ. Народ как некий герой, о котором говорят другие герои. Народ как какая-то единица. Первый из народа, второй из народа. Вот у него такие персонажи есть. Первый из народа, второй из народа, третий из народа. Народ как некий коллективный герой пьесы. Народ в ужасе, народ безмолвствует.
и так далее. Но при этом надо очень четко определиться. Пушкин использует понятие «народ» в разных смыслах, в разных объемах. Объем смысла слова «народ» у Пушкина надо всегда точно выделять. Когда, допустим, тот же самый Шуйский говорит, что народ пошел в церковь, понятно, не весь народ, понятно, что это имеется в виду та группа людей, которая пошла в церковь. Это первый момент, который надо понять. Второе. Естественно, мы с вами будем говорить о народе, да, говорить о народе как в привычном значении этого слова, сообщество, объединенное какими-то общими традициями, целями, верованиями и так далее. У Пушкина такой общности нет. Пушкин о такой общности не говорит. Мало того, он все время расщепляет эту общность. И расщепляя эту общность, он все время говорит об отсутствии единого начала в этой общности. Вот обсуждается, все идут за Борисом. Вернее так, значит, поляки в Москве вошли уже в Кремль, народ бежит за боярами, они должны объявить чего-то там, кто-то из народа. А куда бегут-то? Всем понятно, а ему непонятно. Более того, заходит сцена у дома Годунова. Бояре заходят в дом Годунова, там, где находится мать, вернее, жена Годунова и сын Годунова. Диалог. Вернее, перед этим великолепная сцена на Красной площади. Все в Кремль, к дому Годунова. Один. Пора кончать это отродье Годуновское. Другой. Так ведь ж малое дитя, жалко. Яблоко от яблони недалеко падает. Вот там нет единства. Там нет единого мнения, там нет единого решения. У Пушкина народ расщеплен на какие-то составные части, которые между собой плохо согласуются. Многие формально участвующие в этих событиях не понимают смысла, не понимают того, что вообще происходит. Все побежали, и я побежал, все остановились, и я остановился. Великолепная, изумительная, фантастическая сцена, даже применительно к Пушкину я могу сказать, фантастическая сцена. Годунов согласился царствовать. Выходит архиерей, этот самый Иов, объявляет о том, что все, ребята, слава Богу, отмучились, есть у нас государь, народ волнами, значит, начинает кланяться. Один сцена, волна к нам, кланяемся. Все воют, все плачут. Не могу, лук есть, нету. Так я слюнями помажу. Тетка там же, перед тем, как эта самая волна пошла, все, значит, молчат, дитё плачет. Она его трясет, оно ему надоело, швырнула его на землю, оно замолчало. Когда народ завыл, она его поднимает и снова трясет. Что ты молчишь, когда все воют? Дело в том, что вот такие сцены у Пушкина все время даны в иронической огласовке. Они все время даны в смеховой, как бы такой несколько скоморошней традиции, когда люди не понимают, что называется, от чистого сердца. И этим непониманием от чистого сердца они еще больше проявляют в определенном смысле значение, масштаб и все, что тут происходит. В чем дело? Дело в том, что вот если для Карамзина народ это монолит, но монолит молчащий, монолит безгласный, то для Пушкина это не монолит, и
далеко не безгласный. Он говорит, но он говорит не хором, а он говорит диалогом. И глаз народа – это не монолитный, не монолог, а диалог. Это набор мнений, это система позиций, это система взглядов. И вопрос будет заключаться только в том, вот как, переливаясь, история поднимает на вершину и обнажает одни взгляды и топит другие, а потом наоборот, эти взгляды поднимает, а другие топит. Вот это волнообразное движение истории и есть волнообразное движение народа. Народ движется, народ не, как мне сегодня представляется, народ у Пушкина не историческая сила самостоятельная, а он часть этой исторической силы. Он точно так же подвластен этому общему движению, как подвластен Самозванец, как подвластен Годунов, как подвластен Шуйский, как подвластен все кто угодно. Вот эта теория того, что народ – это историческая сила, но он, к сожалению, родился вот в начале 20 века. Большевики его очень активно эксплуатировали, ну, по одной простой причине. За этой ширмой народ можно было скрыться и очень хорошо манипулировать. Вот как Годунов в свое время манипулировал, что называется, своим народом. Ну да манипулировали, что называется. По Пушкину нет. Народ не историческая сила, не самостоятельная историческая сила. Он часть истории, он часть исторического потока, он часть исторического времени. Это некий коллективный человек, которого либо, еще раз повторяю, который вот движется по этой направляющей, и в силу своей неоднородности история и время поднимают наверх то одних людей, то других людей, то третьих и так далее. Понимаете, вот, самые наглядные примеры, вот 17-й год, а для нас 91-й год, да? Как вот этот поток истории начал менять ситуацию, выдвигая, создавая, не то чтобы, вот мы говорим, создавая новый тип, нет, выдвигая из народа, из национальной массы определенный тип людей. Они же не случайно появились, эти малиновые пиджаки, эти вот цепуры, это все. Оно же не родилось отсюда, оно было, только оно было скрыто, оно было подавлено, оно было растворено. А здесь время это все качества сконцентрировало. Но это смешная сторона. А с другой стороны, я год назад несколько месяцев общался с директором Купола, как его? Зиединов. Зиединовым, да. Басыч. Ага. Я помогал им делать книгу к 65-летию завода. И мне выпала честь вот несколько месяцев с ним каждую субботу встречаться. Я ему составлял вопросы, он там готовился по ним и так далее. Это замысел книги, его потом сломали. Был такой, это монолог директора завода, который провел на заводе всю жизнь. Он как пришел, по-моему, в не помню сейчас, в каком году на завод, так на нем и работает. И поднялся от рядового там сборщика каких-то там радиодеталей до генерального директора. И вот он рассказывает удивительные вещи. Он рассказывал удивительные, когда я его стал спрашивать о 90-х годах, он тогда формально не работал на заводе в начале 90-х годов, его попросили там возглавить какую-то частную структуру. Вот. И он привел два примера. Он говорит, понимаешь, вот, чтобы понять, что такое 90-е, я его все допытывал, что такое для вас 90-е годы. Он говорит, чтобы понять 90-е годы, вот я, говорит, приведу тебе два примера. Первый пример. Иду домой с работы, навстречу знакомый. Приглядываюсь, о, привет, узнаю. Инженер, говорит, из нашего цеха, инженер-конструктор из нашего цеха. Идет полная сетка, набита пустыми бутылками, бутылки собирает. Ну вот так, как живешь? Ну вот так живу. Уж с завода ушел, работы нет, зарплаты нет, вот бутылками промышляет. И второй, говорит, пример тебе приведу. Значит,
что-то у него там, не знаю, с другом они по каким-то делам заехали в гараж к другу. Ну, захожу, говорит, в гараж, а там какой-то мужик, говорит, стенку кладет. Друг там стенку решил в гараже вывести. Опять, говорит, смотрю, знакомый. Привет, привет. О, смотрю, говорит, наш, опять же инженер. Стенку кладет. Да, говорит, что стенка? Стенка. Я, говорит, тут вот за стенкой тот тоже, говорит, купил еще один гараж. Он придумал там какой-то аппарат, и что-то он там на нем собирает и делает. Вот, понимаете? Вот началось. Вот были два инженера, одного время, оп, и уронило. А другой барахтается, другой вытягивается, выплывает, вытягивается. И появляется вот этот другой вариант вот этого малина-пиджачника, что называется. Бизнесмен, предприниматель, самостоятельно делающий дело, делающий деньги и так далее. Мне кажется, что вот прелесть Бориса Годунова как раз и заключается в том, что если без спекуляций взглянуть на эту трагедию, то мы очень спокойно и относительно уверенно придем к мысли о том, что именно так Пушкин народ и понимал. И когда в конце трагедии, понимаете, ведь у трагедии два финала. Сейчас я доберусь, секунду. Я тут отвлекся немножко от текста. Фактически два финала. Первый финал – это ремарка. Сейчас, господи, не могу найти, не буду тратить время. Народ в ужасе. И вторая ремарка – народ безмолвствует. Мы привыкли к тому, что народ безмолвствует – это нравственная оценка того, что произошло. Это нравственная оценка, которой наделяет народ и самозванца, а который раньше наделил Бориса Годунова, где-то убийцы. То есть люди, совершившие для своей цели какой-то совершенно ненормальный шаг, неестественный шаг. Вот нарушившие нравственный закон. И в этом смысле виноватые навсегда. Нет им оправдания. Согласиться с этой теорией мне, опять же, еще раз повторяю, не дает вот эта самая сцена. Вот я сейчас ее нашел, и я вам ее уже не перескажу, а покажу. В лицах. А? В лицах. Сейчас. Народ, в Кремль, в царские палаты, ступай, вязать Борисова щенка. Народ несется толпою. Вязать, топить, да здравствует Дмитрий, да гибнет род Бориса Годунова. Один из народа, брат да сестра, бедные дети, что пташки в клетке. Другой, есть о ком жалеть, проклятое племя. Первый, отец был злодей, а дети невинны. Другой, яблоко от яблони далеко падает. Вот есть ли тут нравственная оценка? Мне кажется, что нет. Потому что, когда надо, народ может растерзать кого угодно. Там в Годунове есть замечательная сцена, когда Шуйский рассказывает о том, что он застал, когда приехал разбираться по поручению Бориса, приехал в Углич разбираться с тем, от чего умер царевич Дмитрий. И ему рассказывают, значит, о том, что
рядом вокруг царевича, вокруг тела царевича лежит 16 трупов. Откуда эти трупы? Растерзал прибежавший народ. Кто-то первый сказал, вот они убийцы, и все, не разбираясь, 16 человек уложили рядом с царевичем Дмитрием. Нравственную оценку может дать только человек. Коллектив нравственной оценки дать не может. Нравственная оценка всегда личностна, она всегда персональна. Может быть солидарность людей в нравственной оценке, но коллективной нравственной оценки быть не может. Народ замолкает не только в ужасе, народ замолкает еще и не только в ужасе от того, что произошло, он замолкает еще и от того, к чему он сам прибежал. Он бежал-то топить Борисово дитя. Он еще и в ужасе и от того, и умолкает еще и от того, что черт знает, как дальше-то все развернется. Кто у власти встанет и к чему это все приведет. И в этом смысле молчание народа очень похоже на то, что сегодня происходит. Что с нами сегодня происходит? Мы все сидим и ждем. Вот как мы ждали, допустим, не буду приводить. Мы сидим и ждем, куда двигаться все дальше. Вот когда вот эта историческая неопределенность, ситуация, когда события могут развернуться в неожиданный момент и в самом неожиданном направлении, в эти ситуации народ безмолвствует, в эти ситуации народ молчит. Я в этом смысле не осуждаю вот эту народную позицию. Это позиция национального единства, которое спасает себя, которое оберегает себя от ненужных трат, от ненужных потерь, от опасных для себя шагов, для того, чтобы потом совершить какие-то другие поступки, чтобы потом совершить какие-то другие шаги. Вот так крепостная Русь берегла себя, чтобы выхлестнуться в 812 году. Понимаете? Вот так сталинская СССР молчал, терпел и охранял себя для того, чтобы выплеснуться потом в 42-м, 43-м, 44-м годах. Вот этот импульсив, вот большие исторические импульсы, они тоже с этим связаны. Я не уверен, что Пушкин это рационально осознавал, но интуитивно он понял то, что единой реакции нет, есть некая сумма реакций, и эта сумма реакций обеспечена не волей одного человека и не волей даже группы людей. Она обеспечена той логикой, по которой развивается время, и по которой одновременно и вместе, и в органическом единстве с временем развивается народ, государство и люди, которые составляют этот народ и это государство. Есть некое мистическое, почти мистическое единство, которое движется по своим законам, которое движется по своей логике. Вопрос только в том, совпадаем, что-то совпадает, а что-то не совпадает с этой логикой. Кто-то в этой логике органичен, а кто-то не органичен. Кто-то способен дать нравственную оценку, а кто-то не способен дать нравственную оценку. Но независимо ни от чего, река времен в своем течении уносит все дела людей и топит в пропасти забвений народы, царства и царей. А если что и остается, через звуки лиры и трубы, то в вечности жерлом пожрется и общий не уйдет судьбы. А благодарная память Карамзину, которую Пушкин выносит на титул и делает эпиграфом своей трагедии, по мне заключается в том, что именно Карамзин
и сказал, в частности, из своей истории государства российского, о том, что никто не управляет историей. Мы как мухи на вазу. Она двигается по своей дороге, своим темпом, своим путем и так далее. Вопрос заключается в том, чтобы нравственно оправдать свое присутствие в истории. Спасибо.